С какими тяжелыми случаями COVID-19 вам приходилось встречаться в красной зоне? Были разные случаи. Были случаи, когда пациенты не верили, что у них COVID-19, к примеру, до последнего, практически вплоть до того, что в реанимацию попали. И воспалительные процессы при COVID-19 могут затронуть и сердечно-сосудистую систему, приводя к аритмии, миокардиту. Также бывают осложнения, связанные с присоединением к вторичной инфекции. Почему не так просто получить иммунитет, переболев коронавирусом? Естественный иммунитет после того, как человек переболел инфекцией, он более стойкий, более длительный. Однако мы видим, что после перенесенной коронавирусной инфекции в легкой форме или при бессимптомном течении не всегда вырабатываются, выделяются антитела. И если они вырабатываются, то в большинстве случаев не в том должном количестве, которое может гарантировать человеку о том, что он снова не заболеет COVID-19. Поэтому в случае вакцинации обеими российскими вакцинами больше шансов получить антитела, нежели если пациент переболеет COVID-19 в легкой форме или в бессимптомном течении. На ваш взгляд, почему вакцинация – это главный путь борьбы с COVID-19? Люди должны понимать, что лучше максимально применить все возможные меры для профилактики развития инфекции, чем уже заболеть этой инфекцией. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.